Самые сокровенные тайны Парижской Богоматери, истории из мрачного Средневековья и секреты правителей Франции. Для посетителей Нотр-Дам-де-Пари в эти дни проводят особенные экскурсии. Париж отмечает 850-летие своего самого знаменитого собора. Торжества растянутся на целый год. О юбилее и подарках Наталья Юрьева. Если приглядеться внимательно, одна башня шире другой. Разные окна порталов дверей отличаются. Шедевр мировой архитектуры Нотр-Дам несимметричен. Неспроста. По преданию, средневековые архитекторы строили его подобно тому, как Бог создавал человека. Его тело несимметрично, но гармонично. Идеальной красоты конструкция, в том числе и гениальное инженерное решение средних веков, делающее Нотр-Дам невесомым и хрупким. Так называемый рёга собора на самом деле всего лишь водосточные трубы. Завершение этих труб сделано такими вот чудовищами страшными. Это очень хорошая система. Здесь видим, идет водоотток, и отсюда изо рта вытекает эта вода. Соответственно, выводит воду на 3-4 метра от самой стенки. Камень остается нетронутым водой и сохраняется уже практически 850 лет. По легенде, в каменных узорах и орнаментах здания скрыта разгадка философского камня. Но тайны свои Нотр-Дам раскрывает со скрипом. Закрытых дверей в соборе не перечесть. У нас очень много секретных лестниц, ведущих наверх или наоборот вниз, в подвалы. Туристов мы, конечно, не пускаем сюда. А это, пожалуй, самое скрытое от посторонних глаз место во всем соборе. Почти под самой крышей. Во времена Средневековья вот в этих комнатках жили так называемые неприкасаемые. Вор, убийца или недруг короля, каждый мог попросить убежище в Нотр-Даме и поселиться здесь. Сюда же в своем романе Виктор Гюго спрятал и Эсмеральду. Снимать внутри запрещают, потому что в наши дни все не так уж и романтично. Помещения используют как подсобки для рабочих. И пресс-служба собора переживает, там не прибрано. В комнатах условий, конечно, никаких. Места мало, света нет, и все заставлено церковной утварью. Это одно из наших самых охраняемых помещений, сокровищница. Скромная рубаха короля Людовика Святого, пышное одеяние Наполеона на крестины его сына, святыня собора, серебряная Богоматерь. Все собрано здесь. Свое самое главное сокровище, терновый венец Иисуса Христа, Нотр-Дам показывает публике только один раз в месяц, первую пятницу. Мария, Этьен, Жан-Мари, Марис, Бенуа, Жозеф, Марсель, Дени, Женевьев и Габриэль. Познакомьтесь, они самые долгожданные гости на праздновании 850-летнего юбилея. Каждый колокол назван в честь святого. Все вместе весят более 20 тонн. Все колокола Нотр-Дама, кроме одного единственного, были разбиты во время революции в конце 18 века. Теперь над Парижем будет раздаваться такой же потрясающий перезвон, какой звучал здесь до 1794 года. Центральные врата Нотр-Дама открываются только в исключительных случаях. Этот как раз такой. Операция вноса многотонных исполинов в собор почти ювелирная. Разница между дверным проемом и самым большим колоколом всего 15 миллиметров. И это не случайность. Его отливали, учитывая размер центрального прохода. Отмечать юбилей здесь будут целый год. Впереди еще много новых подарков для собора. А у него нераскрытых тайн для человека и еще больше. Наталья Юрьева, Вячеслав Черешко, Первый канал, Франция.